Сегодня сложно представить нашу жизнь без электричества. Электроэнергия стала не просто необходимым ресурсом, но и незаменимым источником нашего комфортного жизнеобеспечения. И каждый, кто пользуется данным благом цивилизации, должен осознанно понимать, что за комфорт и удобство в этом мире необходимо платить. Вопрос оплаты за электроэнергию напрямую связан с качеством подачи электроэнергии. Чем дольше использовать повод, что вот у нас плохое качество, мы не будем платить, тем дольше мы все вместе будем с этой проблемой бороться. Потому что других источников, кроме как оплата за электроэнергию Черноморэнерго, нет. Мы существуем за те денежные средства, которые мы собираем за электроэнергию. В Абхазии один из самых низких тарифов за электроэнергию в мире – 40 копеек за киловатт-час. При этом за все послевоенные годы собираемость платежей с населения не превышала в среднем 40%. У ряда должников есть на то серьезные причины, но в основном граждане используют дежурные отговорки – низкая заработная плата и плохое качество света. Из 20 тысяч абонентов Гагарского района, всего абонентов 20 тысяч, 4747 абонентов уже 3 года как не платили за свет. Да, там, из гудаутских абонентов 13 4867 более 3 лет не платили за свет. В Сухуми 38 476 абонентов. 19 тысяч из них последний раз платили за свет в 2016 году. Да, то есть это шокирующие на самом деле цифры с учетом того тарифа, который у нас сегодня есть. Динамика платежей на электроэнергию среди юридических лиц на сегодняшний день намного улучшилась и составляет 90%. С физическими лицами по-прежнему сложно. Только 39% населения регулярно платят за электричество. Если брать динамику в разрезе за последние 3 года, с 16 по 18 год, да, 16, 17, 18, четко прослеживается, что процент оплаты по юридическим лицам у нас увеличивается. То есть если в 2016 году это было 85%, то сейчас уже рекордный показатель в 2018 году это 90%. Это связано с тем, что ведется работа по выявлению незаконных подключений, которые раньше никогда не платили, заключение с ними договоров энергоснабжения и, соответственно, выставление счетов за предыдущий период. Ну и вот, в принципе, ввиду того, что нашими силами нам намного легче воздействовать на юрлица, так как их сравнительно небольшое количество, и это бизнес, который зарабатывает деньги, то есть, да, все вот эти социальные моменты, которые там возникают с физическими лицами, здесь уходят на второй план. То есть, если вы с помощью электроэнергии ваш бизнес как бы развивается, процветает, соответственно, как-то воздействовать на это легче. Рычагов гораздо больше, в том числе и инкассовые поручения, которые позволяют нам в бесспорном порядке с их счетов списывать денежные средства. Ну, те же отключения, уведомления, различные графики погашения задолженности, которые мы четко контролируем, и это вот позволило нам, в принципе, за последние 3 года выйти на такие серьезные показатели по юрлицам. Но, к сожалению, что касается физических лиц, у нас динамика отрицательная. Возможно, придется инспекторам почаще ходить, чтобы до народа выносить, что это вынуждены мы требовать. Потому что все-таки зарплаты у ремонтного персонала очень низкие за то, что их денег нет. Вот. А потом много оборудования надо менять. Чем чаще будем напоминать, тем больше будут люди стараться платить и пхащенги. Вот если по-абхазски говорить. С целью эксперимента на одной из сухумских улиц энергетики провели работы по модернизации электрооборудования для улучшения качества подачи электричества абонентам. Как результат, повышение качества электроэнергии не повлияло на ситуацию с собираемостью платежей. Если взять, в пример, улицу Титова, например, в городе Сухум, которая долгие годы, там была проблема со светом, низкое напряжение, люди элементарно там, прежде чем что-то включить, должны были что-то выключить там из сети, какие-то приборы, чтобы иметь возможность там подключить другой прибор. Вот настолько тяжелое было положение, как бы. Благодаря, значит, усилиям СУЭСа этот
были заменены трансформаторы на более мощные, были заменены линии, опоры, в общем, фактически все, что было необходимо для определенной части улицы Титова, оно было проделано. Но ситуация с оплатой никак не поменялась, то есть тут, более того, люди стали еще больше расходовать электроэнергию. Когда не платишь, как бы ты не следишь за экономией, понимаете? Соответственно, люди стали устанавливать себе там, не знаю, какие-то уличные баки, которые потребляют огромное количество электроэнергии на обогрев, ну и так далее. Соответственно, фактически вдвое увеличилась и нагрузка на сети, и новые кабеля, которые были проложены, они уже не выдерживают. Да, то есть мы не получили, так скажем, отклик по вопросу оплаты, и мы получили увеличение расхода электроэнергии. Кстати, злостными неплательщиками в республике часто являются люди с высоким достатком – бизнесмены, политики и общественные деятели. В то же время большинство пенсионеров стабильно оплачивают по нормативу за 1000 киловатт 400 рублей и не имеют за собой никаких задолженностей. Рычагов воздействия, к сожалению, пока серьезных таких системного такого, так скажем, всеобщего подхода и какого-то отклика со стороны общества на эту проблему, что она в конечном счете может оказаться шокирующими последствиями для всех, так если мы потеряем энергетику, да, это тоже возможно с теми данными, теми цифрами, которые мы сегодня располагаем, и стоимостью оборудования, которое для замены, которое с каждым годом в долларах оно только растет. И то, что мы могли себе позволить на 320 миллионов в 2015 году, да, у нас в 2018 может быть 365 миллионов, но в 2018 уже совсем другие цены, а тариф у нас остается по-прежнему как бы социальным. Вопрос повышения тарифа, с одной стороны, болезненная тема для общества, с другой стороны, энергетика по-другому не может существовать, если тариф не будет обоснован. Невозможно производить хлеб за рубль и продавать его за 50 копеек. Больше года назад в силу вступило постановление Кабинета министров о мерах развития энергетической отрасли и улучшения показателей собираемости. Были созданы энергетические комиссии по районам, но, как оказалось, особого положительного результата создание комиссии не дало. Сотрудники энергосбыта сами своими силами продолжают решать вопросы собираемости. На данный момент эффективность этих комиссий достаточно слабая. От района зависит, конечно. Но, тем не менее, в общем, если говорить, эффекта как такового нет. В то же время нужно привлекать к ответственности тех же электриков, которые приходят там и им осуществляют эти левые подключения, так скажем. Контрольно-рейдовые мероприятия позволяют выявить злостных неплательщиков. Помимо этого, мероприятие позволяет следить за своими же контролерами, дабы исключить коррупционную составляющую. Но, по словам самих сотрудников Черноморэнерго, подобные рейды должны проходить совместно с представителями органов правопорядка. В первую очередь, сотрудники милиции необходимы в целях предотвращения попыток нападения на энергетиков в момент исполнения ими должностных обязанностей. В этой связи должна и прокуратура подключиться, да, там, если эти административные правонарушения носят системный характер, то есть если есть у нас абоненты, которые системно это делают, каждый месяц мы к ним приезжаем, переделываем эту схему на правильно, обратно уезжаем, и снова это происходит. Да, в этой связи уже у нас возможности как-то ограничены. Воздействие какого-то. Черноморэнерго может обесточить. Черноморэнерго не может входить в конфликт. Абоненты по-разному настроены, соответственно, соответствующие структуры на определенно настроенных абонентов должны реагировать. أول رتشاني يذكر الزحمة نكاد يكارشويد تسوي شرل شوالا زيك ما تروما مزبخ خوش ما تروما شرل شوالا خوش خوشلا
وبرياخ وسرشار بريبس وبيزا تقلا زاشة أنزا نحكوت حرقي حقويانا قلت حاواجل حرقي حيلر كابها هري وصور بحرقي وصنا حمقزار أسمى تصرح انتكار أرقلا رتشكي خود وزيجي حدروا وصول. Сотрудники Черноморэнерго неоднократно предупреждают неплательщиков о необходимости погасить долги. По новой схеме они останавливают подачу электроэнергии в случае, когда сумма задолженности превышает 5000 рублей. Но есть, конечно же, и те, кто давно уже превысил задолженность, перевалив за 30, а то и за 50 тысяч рублей. Многие ссылаются на то, что нет денег, да и работы, чтобы заработать и закрыть долги. Но даже в этом случае сотрудники энергосбыта идут навстречу должникам. Людям предоставляют возможность частями погасить задолженность и при этом не отключают свет. Мы с тебя не требуем сейчас полную сумму. Частично можешь Вора, у меня погасить? нету ни частично. Вообще нету. Вообще нету. Вообще не можешь Откуда у погасить. меня, вора, если у меня были бы деньги, ты по моим документам посмотри, я ни один месяц никогда нигде не пропускал, когда у меня была возможность. Но у меня в данный момент нету возможности. Иди, пожалуйста, отрежь линию мою. Вот, отрезай. Столбах было, я тебе нет не говорю. Пожалуйста, отрежь мою линию. Все, проблемы. А у них что? Есть семьи, для которых эти 200 рублей лучше, там, где там многодетные семьи, там 5-6 детей, лучше она, грубо говоря, сахар или хлеб купит для своих детей, чем за свет заплатит. То есть это тоже имеет место. Но это в частности. А в общем, если говорить, это не может быть основной причиной. Основная причина – это отсутствие как таковой дисциплины оплаты и отсутствие какого-то наказания за неоплату. То, что переносят наши вот жители, абхазцы в основном, немножко сложнее. У других национальностей, допустим, есть родня или дети в России, которые зарабатывают, могут помочь. Ну, вот это же Варчинский или Бабушерский, который ничего не может сделать в Абхазии. Рабочих мест нету. Вот. Ну, это тоже понимаем, и народ нас тоже поймет, что мы не самовольничаем. Очень многим абонентам, что мы видим ситуацию, понимаем, что они имеют возможность, на уступки идем. Даем им возможность погашать задолженность частично. То есть не требуем всю сумму. Оставляем графики и в дальнейшем, чтобы они оплачивали частично эти суммы. Положение входим. В ходе проведенных рейдов имели место факты негативной реакции и активного выражения недовольства некоторыми потребителями, особенно при выявлении нарушений составления соответствующих актов. Нас тоже требует, и жизнь требует, чтобы все-таки купить оборудование, купить там провода, линии строить. Тоже денег немало надо. Ну, думаю, что все у нас наладится. Сотрудники энергосистемы рассчитывают на то, что после курортного сезона многие смогут погасить свои долги. И, естественно, показатели собираемости значительно повысятся. Путь правильный был бы, это установка, принудительная установка приборов учета за счет государства. Приведу такой пример. Вот, когда ставилась эта система современного СКУЯ, да, учета коммерческого, брали, допустим, какой-то дом, который потреблял там энное количество киловатт, меняли полностью ему проводку там в подъездах и устанавливали уже современный прибор учета. Что мы получили на выходе? Нагрузки в этом доме снизились, так как люди уже понимали, что где-то что-то считает, и рано или поздно за это придется платить. Да? Соответственно, с помощью отключений дисциплину оплат мы тоже наладим. То есть, если действовать таким образом, поэтапно можно к чему-то прийти. Однако это требует достаточно серьезных капиталовложений. Мы хотим качественный свет, но не платим за него. Мы против веерных отключений, но даже не задумываемся о том, что электроэнергию нужно экономить. Своей общей безответственностью мы можем привести к тому, что и вовсе лишимся всей энергосистемы страны. К вопросу о том, хотим ли мы жить в комфортном и цивилизованном государстве или нет, каждый должен подойти с ответственностью и начинать с самого себя. С вами была Рената Шакая.